27 марта законопроект члена Ассамблеи штата Калифорния Джесси Габриэли об осуждении геноцида уйгуров и запрете товаров, произведенных с помощью принудительного труда, был принят полным голосованием 79 членов Палаты представителей. В проекте резолюции содержится призыв к правительствам штатов осудить геноцид уйгуров и предпринять шаги для того, чтобы мировые бренды разорвали связи с товарами, содержащими принудительный труд. Делегация во главе с Абдулварисом Хатеном, главой Истекляль Медиа Групп, одним из представителей Международного союза НПО Восточного Туркестана, и Махмуджаном Дамуламом, вице-президентом Союза ученых Восточного Туркестана, продолжает свой визит, чтобы сообщить о давлении Китая на мусульман в Рамадан. Делегация посетила парламент Малайзии в Куала-Лумпуре 29 марта и заявила, что с 2016 года религиозная жизнь в Восточном Туркестане полностью ограничена. Около 8 миллионов человек из всех слоев общества, включая улемов, лидеров общественного мнения, ученых, академиков, художников и ремесленников, испытали на себе тяготы взаимодействия с концентрационными лагерями. Кроме того, по спутниковым снимкам установлено, что за это время было разрушено 16 тысяч мечетей. Ма Синьчжуй, секретарь Уйгурского автономного округа, ранее посетивший страны Центральной Азии, встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым в Ташкенте 29 марта. Как сообщают узбекские СМИ, на встрече обсуждались вопросы реализации совместных проектов в области зеленой энергетики, развития транспортной инфраструктуры, а также создания индустриальных парков и сельскохозяйственных предприятий в Узбекистане под руководством китайцев. В тот же день Ма Синьчжуй также встретился с премьер-министром Узбекистана Абдулой Ариповым. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношение Китая к российско-украинской войне станет определяющим фактором в отношениях между Европейским Союзом и Китаем. Выступая с заявлениями на пресс-конференции, председатель Европейской комиссии подчеркнула: Китай несет ответственность за то, чтобы играть конструктивную роль в продвижении справедливого мира. Лидер Тайваня Цай Инвэнь прибыл в США в рамках визита в страны Центральной Америки. Утверждалось, что высокопоставленные официальные лица из США и Китая встречались перед визитом тайваньского лидера, который был встречен в Нью-Йорке с большим волнением, сопровождавшимся поддержкой с одной стороны и протестом с другой. Представитель Министерства обороны полковник Тан Кефей заявил, что Китай готов сотрудничать с российскими военными для дальнейшего укрепления стратегических коммуникаций и координации. Китай и Бразилия договорились использовать местные валюты в двусторонней торговле, и заявление поступило от правительства Бразилии. Согласно достигнутому соглашению с Китаем, платежи больше не будут привязаны к американским долларам. Китайский юань и бразильский реал будут взаимно использоваться при двусторонних платежах.